Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Ряд социальных объектов, ремонтируемых в Гагарском районе, посетил президент Бадра Гунба. Бадра Гунба провел совещание с участием премьер-министра, руководителя администрации президента, а также глав администрации столицы, городов и районов. Как сказать «нет» вредным привычкам? Ответы на эти вопросы можно было услышать на уроке, который прошел во второй столичной школе. Ряд социальных объектов, ремонтируемых в Гагарском районе, посетил президент Бадра Гунба. Глава государства начал с посещения средней школы номер 1 поселка Бзыбь, где состоялось торжественное открытие нового спортивного зала. Обо всем подробно в материале Гугуцы Вардания. Первый объект, который посетил глава государства – Бзыбская средняя школа номер 1, где после строительства открылся спортивный зал. Старое помещение спортзала пришлось снести из-за аварийности и больших трещин. За счет бюджета Гагарского района на том же месте новый объект. Учащиеся могут заниматься физкультурой в полной мере. Проблема эта была 12 лет. В 2014 году произвели экспертизу первый раз. Там была большая трещина. После экспертизы было принято решение, что там детям нельзя заниматься спортом, заниматься физкультурой. Так все это время спортзал дети не занимались, он стоял в аварийном состоянии. В 2023 году мы провели очередную экспертизу, приняли решение его снести и построить то, что вы сегодня видели, новый спортзал. Сметная стоимость была 27 миллионов рублей. Бадра Гунба совместно с главой Гагарского района и министром просвещения республики посетили этнографический и военный музеи при первой Бзыбской школе. Президент пообщался с первоклассниками. И бзина и шпулан чегайзад. Зигирейка арцуйца шуму, арцуйца шарзыдзырла. Шана шабаца шарзыдзырла. А грагны сухоп шара дара швабзина. А пыша дуз мо шакна. А псны амаца зызуша шакна в шоколо. Далее глава государства посетил детский сад в Пицунде, который строится по инвестиционной программе. Объект в силу ряда причин не был сдан в срок. Бадра Гунба поручил местной администрации завершить все ремонтные работы в ближайшее время. Объект планируют сдать в эксплуатацию с 1 февраля 2026 года. Около 25 миллионов рублей отремонтировать те недочеты, которые остались с того периода. Как вы сегодня видели, там на данный момент тоже есть проблемы, подрядчики и сотрудники УКСа. Президент дал поручение, чтобы до конца года этот вопрос был закрыт. В 2017 году в Пицунском доме культуры случился пожар. Здание находилось в аварийном состоянии. Местная администрация приняла решение отремонтировать объект за свой счет. На этот дом культуры было потрачено, на данный момент потрачено 44 миллиона рублей. Там библиотека, зал для шахмат, где дети могут заниматься, и большой актовый зал. На данном этапе здесь уже под покраску все подготовлено, входные двери. Сейчас заменяем эти поручни, перила на лестницах и все. Да, обязательно. Совсем скоро в центре Пицунды на месте недействующей школы появится большой спортивный комплекс. Глава администрации Гагарского района рассказал президенту о планах по строительству объекта. Могу ошибиться, но 250-300 миллионов – это общая стоимость всего этого предприятия. Да. Я думаю, что и району не просто будет реализовать такой довольно-таки амбициозный проект. Давайте поступим следующим образом. Какую-то часть затрат республиканский бюджет возьмет на себя, чтобы это реализовалось более быстро, своевременно, потому что я считаю, что в центре города Пицунда не могут стоять ни в коем случае в таком виде, в таком состоянии объекты. Давайте готовьте проектно-сметную документацию уже
исходя из материалов, будем рассчитывать, какую нагрузку возьмет на себя район и какую часть республиканский бюджет. В течение 10 лет село, так скажем, переориентировалось, стал туристическим местом. Там приезжают гости, местному населению. Там был клуб старый, негде было собираться, заниматься кружками, танцами. Было принято, там было старое здание, оно уже было ветхое. Мы приняли решение его снести и начать новое строительство Дома культуры. Общая сметная стоимость этого объекта 74 миллиона рублей. На данный момент подрядчикам уже переведено 21 миллион рублей. До конца года они должны здание загнать под крышу. Также в селе Лдза в школе вы сегодня видели столовую, где наши дети питаются. Было принято решение рядом со школой построить новый объект. И заодно уже, коль строим одно помещение, сделали двухэтажное здание и большой актовый зал, где детишки могут заниматься разными кружками. Общая сметная стоимость 37 миллионов рублей. На данный момент подрядчикам уже переведено 15 миллионов рублей. Также за счет бюджета Гагарского района восстановлена местная СС. Объект уже сдан в эксплуатацию. А вот после ремонта оборудования лабораторное тоже было сменено или старым оборудованием? Нет. Вот это все новое, мебель, техника, и все это было приобретено за счет средств бюджета и частично тоже за собственные средства. Также после капитального ремонта откроется детский сад на улице Абазга. Кроме того, на объекте появилась новая кухня и актовый зал. Гугуца Вардания, Нала Чхинджерия, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Вопросы ликвидации последствий недавнего наводнения, организация вывоза и утилизации бытовых отходов, подготовка к предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Эти вопросы стали главными темами совещания, которое провел Бадра Гунба с участием премьер-министра Владимира Делба, руководителя администрации президента Беслана Эшба, а также глав администрации столицы, городов и районов. Для обмена опытом по утилизации твердых бытовых отходов на совещание были приглашены представители одного из предприятий Сочи. Президент поручил Владимиру Делба и главе администрации Гагарского района Юрию Хагуш детально изучить опыт сочинской компании, провести с ее представителями дополнительные переговоры и обсудить возможность создания пилотного проекта по утилизации ТБО в Гагарском районе. В рамках мер по ликвидации последствий наводнения президент поручил главам городов и районов провести дворовой обход в пострадавших населенных пунктах, чтобы оказать максимальную помощь и поддержку гражданам. Расширенный репортаж совещания смотрите сразу после выпуска новостей. Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям создан при президенте Республики Абхазия. Соответствующий указ подписал Бадра Гунба. В состав Совета вошли главы всех религиозных конфессий республики, представители русской, армянской и греческой общин, сотрудники администрации президента и общественные деятели. Реализация 50 поручений президента Абхазии Кабинетом министров станет ключевым фактором развития экономики страны, считает директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. Он отметил, что поручения главы государства направлены на стимулирование тех областей, которые могут стать локомотивами роста экономики. Это означает, что правительство должно сосредоточить ресурсы и усилия на проектах, способных принести наибольшую отдачу и создать мультипликативный эффект для всей экономики. Возникает естественный вопрос, почему столь беспрецедентный объем поручений дан именно сегодня? Ответ на этот вопрос, по всей видимости, лежит в такой плоскости, что назрело очень много проблем, которые требуют своего решения, и общество ждет от президента, от правительства решительных шагов, решительных действий, эффективности в системе управления государством. И в первую очередь это относится к тому, что
наше общество должно ускориться в решении самых важных вопросов. Вокруг нас происходят беспрецедентные изменения в мире, и мы не можем отставать от многих вещей, которые сегодня решаются во всем мире. Образовательный процесс очень важный. Он лежит в основе всего, и экономики, и развития общества. Поэтому подготовка специалистов высшей квалификации является приоритетной задачей, которая дает возможность решать задачи по всем этим направлениям. Что же касается науки, она также лежит в основе эффективного решения всех данных поручений. Поэтому для нашего общества эти поручения являются обязательными к исполнению, и мы должны, если мы хотим, чтобы наше общество развивалось, соответствовало современным стандартам, быть прямыми участниками реализации этих поручений. 10 сентября исполнилось 16 лет со дня признания независимости Абхазии Боливарианской республикой Венесуэла. Министр иностранных дел Олег Барциц направил ноту министру иностранных дел Венесуэлы Ивану Хилю Пинто по этому случаю. В Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будут помнить решение руководства Боливарианской республики Венесуэла в лице великого лидера и большого друга Абхазии Уго Рафаэля Чавеса поддержать историческое право народа Абхазии на самоопределение. В это непростое время мы выражаем нашу солидарность и безусловную поддержку руководству Венесуэлы. Убеждены, что ни военные угрозы, ни колоссальное политическое давление, оказываемое извне, не способны сломить главного – твердости и силы духа венесуэльского народа, отмечается в ноте. МИД Абхазии также направила ноту Министерству иностранных дел Республики Никарагуа по случаю 16-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между странами. С удовлетворением отмечаем, что наблюдается устойчивое взаимодействие и поступательное наращивание межгосударственных связей. Абхазия заинтересована в дальнейшем развитии диалога и расширении всего комплекса сотрудничества, говорится в документе. Представители Сухумского отделения движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» встретились в Грозном с матерями погибших добровольцев из Чечни. Подробности в следующем материале. Для встречи с матерями погибших добровольцев из Чечни в годы войны в Абхазии в Грозный приехали представители Сухумского отделения движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Поездка организована при поддержке администрации города Сухум. На встречу пришли матери погибших воинов Беслана Рассаева, Руслана Алиева, Муслы Абдулгапова и вдова Жалавти Гентаева. Председатель Сухумского отделения движения Фируза Чамагу выразила благодарность всем чеченским матерям, воспитавшим мужественных сыновей, которым стала небезразлична судьба малочисленного народа. Мы перед вами преклоняемся. Огромное вам спасибо, что вы таких сыновей воспитали и на подногу к нам пришли. Наш дух подняли, они наших детей дух подняли. Пешком через перевал пришли. Благодаря нашему мэру города, он сказал, что вам сделать хорошее. Мы говорим, мы в Чечне не были, говорю, во всех республиках Северного Кавказа мы были, в Турции были. Хотим поехать в Чечню. Без слов он нам и машину выделил, и все сделал. Спасибо им. Многие из тех, кто прибыл добровольцем на нашу войну, были очень юными, но, услышав о зверствах грузинских оккупационных войск, не смогли остаться в стороне. Смелый был. Не бойся, говорит, а что я буду бояться? Если не суждено, останусь жив, если не суждено, я погибну. А он мне говорит, меня зачем родила, если в трудную минуту, где надо моя помощь, если я не могу туда не поехать. Ну, тогда я думаю, раз он в таком сознании, что ли, отпущу тебя, тогда отпустила. Роза из Киева матерям из Абхазии подарила платки на память. Многих родителей добровольцев уже нет в живых. Братья Нуради и Жалавти Кентаевой прибыли в Абхазию с первых дней войны. Оба не вернулись живыми к матери. Одного из сыновей Нуради она ждала до конца своих дней. На войне он пропал без вести.
семье. Туда поехали два сына. Кентаев Жалавди и Кентаев Нуради. На третий или четвертый день Кентаев Нуради пропал без вести в Абхазскую войну. Это дядя моих двух дочерей. Да, и вот эта мама, которая всегда ждала своих сыновей, когда привезли, похоронили моего мужа, она благодарила Аллаха, Бога, что хотя бы его привезли, похоронили. А вот Нуради, он у нас так и не приехал из Абхазской земли. И вот эта мама столько лет прождала его, умерла 2 года назад. От всех матерей я выражаю вам глубокую благодарность. Матерей из Чечни пригласили в Абхазию, а от имени главы администрации Сухума Тимура Агрба им преподнесли подарки. После встречи матери погибших воинов из Абхазии и Чечни вместе с прибывшими на встречу добровольцами войны в Абхазии прогулялись по городу Грозному. Рассказывали друг другу о сыновьях, вспоминали военные годы, обещали встречаться чаще в Абхазии и в Чеченской республике. Мадина Бганба, Грозный. В селе Псху Сухумского района открыли памятник 12 советским воинам, погибшим в боях у Санчарского перевала в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие министр обороны Владимир Ануа, представители администрации Сухумского района и местные жители. Высокогорное село Псху – единственный населенный пункт в Абхазии, который был оккупирован немецкими войсками. Красная армия оказала врагу жесткий отпор. Останки нескольких десятков солдат были найдены и перезахоронены в братской могиле в центре села Псху в 1963 году. В соответствии с поручением главы государства Бадры Гунба проведена процедура освидетельствования среди руководства и личного состава ГСО с целью выявления недобросовестных сотрудников, употребляющих наркотические и психотропные вещества. Если у сотрудников будут обнаружены положительные результаты тестирования, они будут уволены без права восстановления на службе. Тестирование провели эксперты республиканского наркологического диспансера на базе одного из подразделений ГСО. Сформировать у учащихся стремление к здоровому образу жизни. С такой целью представители подразделения по делам несовершеннолетних УВД города Сухум регулярно проводят профилактические уроки с подростками. Очередная такая встреча прошла во 2-й средней школе имени Пушкина. Репортаж Налы Чхинджери. Почему начинают курить? Как сказать «нет» вредным привычкам? Как не свернуть с правильного пути? Ответы на эти вопросы можно было услышать на профилактическом уроке, который прошел во 2-й столичной школе. Представители подразделения по делам несовершеннолетних УВД рассказали школьникам о необходимости здорового образа жизни. Скажите, пожалуйста, вот знаете ли вы, что такое привычка? Вот просто в вашем видении, что такое привычка? Кто-нибудь может сказать? Давайте, вот, давайте. Что такое привычка просто? Вот что это? В вашем видении, как вы это видите? То, что мы неосознанно повторяем раз за разом. Все верно. Главной темой урока стали наркомания, алкоголизм и курение. Охватили также тему абсора. Такие профилактические открытые уроки с подростками проводятся регулярно, не являются неотъемлемой частью совместной работы педагогического коллектива и инспекторов по делам несовершеннолетних. В основном, да, это старший класс, потому что данная тема касается именно их, потому что у нас сейчас еще есть такая проблема, как соцсеть, поэтому не всегда у родителей получается проводить беседы с детьми. В помощь родителям существует инспекция, которая помогает детям рассказать о существующих проблемах. Доказано, что курение вызывает 25 заболеваний. Так, начав курить в 15, человек сокращает свою жизнь на 8 лет. Именно такие факты можно было услышать на уроке от инспекторов. Дети, в свою очередь, отвечали на заданные вопросы, не стесняясь. Честно хочу сказать, что человек начинает курение и тому подобное не потому, что ему это нравится, а скорее всего из-за общества, потому что он считает, что вот если я начну это делать, то меня примут, я стану более круче. Думает, что благодаря этому он может стать взрослее. Но для меня кажется, взрослость приходит, когда ты можешь говорить «нет» и ставить себя превыше всего этого. Лекция очень понравилась, я узнала много нового, я узнала, что курение и алкоголь вредят не только здоровью, но и твоему будущему. Молодежи советую слушать себя и выбирать
хорошие компании, которые тебя не подталкивают к плохому, а наоборот поддерживают и помогают. Сейчас мне очень понравилось, я очень много узнал. И теперь я хотя бы знаю, как мне нужно действовать, и каких же мне привычек избегать, и какие же привычки мне нужно, хорошие привычки мне нужно будет получать. Понимаю то, что в большинстве случаев очень сложно от этих привычек избавиться. И в первую очередь скажу, что обратиться за помощью определенно нужно к старшим, которые готовы помочь избавиться от этих привычек. И ни в коем случае не надо бояться, стремиться к тому, чтобы этих привычек больше не было. Подобные уроки набирают популярность среди подростков, отмечают инспекторы. Заинтересованных становится все больше и больше. Нала Чхинджери, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Пробный учебник для 2 класса «Литературное чтение» издан Министерством просвещения при содействии полномочного представителя Абхазии в Турции Ибрагима Авицба и Увыха Джанката Айтек. Как сообщила первый заместитель министра просвещения Хибла Шамба, на первом этапе решено не распространять учебники на все школы, а начать с апробации в подведомственной Минпросу средней школе номер 1 имени Шинкуба. Министерство просвещения Республики Абхазия пересматривает учебники, которыми пользуются в общеобразовательных школах Абхазии. И первым этапом вышел учебник для 2 класса для абхазских школ. Он пробный. Мы в этом году не стали распространять на все общеобразовательные школы республики. Мы апробацию хотим пройти именно в первой школе подведомственной. Здесь над ним поработают учителя, которые преподают в этих классах, и внесут свои поправки, а в следующем учебном году мы эти учебники отправим во все школы республики. Более 100 заявлений поступило в администрацию Сухума от граждан, пострадавших от ливневых дождей 9 сентября. С утра 10 сентября по поручению главы Сухума Тимура Агырба профильные специалисты объехали улицы Сухума. Главы управ оказывают содействие гражданам в составлении заявлений. С самого утра 10 сентября по поручению главы города все службы в экстренном режиме занимаются уборкой территории, расчисткой ливневых коллекторов, промывкой канализационных люков, самой канализации. Начальники управ занимаются работой с людьми, с пострадавшим населением, помогают им заполнять заявления, собирают, выезжают на места. Сотрудники администрации тоже выезжают на места, занимаются сбором информации. Так, на данный момент выявлено, что порядка 54 частных домовладений потоплено, 65 квартир затоплено с крыши, 23 многоквартирных дома пострадали от ливня, у них пропустили кровли. Большая часть, к сожалению, кровель сделана недавно, но из-за обильного дебита дождевой воды не справились. Также много у нас обращений от жителей многоквартирных панельных домов. Из-за косого дождя много воды попало сквозь межпанельные швы в квартиры жителей. На некоторых участках дорог, таких как Лакирбая, Акиртава, было разрушено, подмыто несколько опорных стен. Улица Войнахская очень сильно пострадала от большого объема воды. Также подъезд к мосту в Синопском ущелье тоже был вымыт. Из социального блока пострадала школа номер 6, тоже пропустила кровля. Школа искусств на Акиртава, на улице Акиртава. Также 2-я городская больница тоже пострадала от данного ливня. На данный момент силами администрации устраняется весь нанесенный ущерб от ливневых дождей. Также составляются дефектные акты по жилью и по частным домовладениям.
Международный фестиваль «Органные вечера» в Пицунде открылся 8 сентября в Пицунском храме. Каждый день проходит по 2 концерта, а в день закрытия фестиваля 12 сентября зрителей ждет гала-концерт. В этом году фестиваль посвящается памятной дате 50-летия установки в Пицунском храме органа, специально изготовленного известной немецкой фирмой. Репортаж Шазины Ханагуа. Органные вечера в Пицунде – это волшебство, которое захватывает с первых звуков. Под сводами древнего храма музыканты и инструмент сливаются в единое целое, пробуждая в сердце трепет, ностальгию и восторг. Каждый концерт оставляет после себя теплое чувство причастности к истории и красоте, которое хочется хранить и возвращаться к нему вновь. Акустические условия для органа в концертном зале храма идеальны. Ежегодно программа фестиваля меняется. Также меняются исполнители и концепции. От Абхазии в фестивале участвуют заслуженный артист Абхазии Лука Гаделя и молодой органист Валерий Барганже, который учится в Нижнем Новгороде. Органистка Лусине Арутюнян представляет Ереван, Елена Кейлина – Вену, а также российские исполнители. Некоторые музыканты участвуют в фестивале впервые. Органный зал замечательный. Я вчера была на концерте, играл Лука. Я послушала чуть-чуть. Замечательная акустика, и орган звучит прекрасно, и органист замечательный, и публика очень хорошая. В общем, мне все нравится. Я сама работаю в соборе, и для меня, знаете, это такие, можно сказать, почти родные стены. Вот, стены соборов. Это, конечно, особая акустика, это особая атмосфера. И как говорят, вот про орган, да, который в храме. Вот есть такая фраза «орган, где он должен быть». Потому как, конечно же, орган, он зародился в стенах храма, он вышел из тех стен храма, и его самое наилучшее звучание, конечно же, в стенах храма. История фестиваля гораздо продолжительнее, чем кажется на первый взгляд. Нынешний фестиваль является преемником Международного фестиваля органной музыки, учрежденного еще в 1977 году и проводимого по инициативе Леонида Ройзмана, известного российского органиста. Фестиваль под его руководством стал проходить в Пицунде через 2 года после установки органа и проводился вплоть до 1992 года. После капитального ремонта органа по инициативе художественного руководителя органного зала, народной артистки Абхазии Марины Шамба, в 2014 году в эти стены вновь вернулся ежегодный фестиваль. Главная цель, чтобы приезжали бы к нам люди, слушали бы органную музыку в хорошем исполнении, потому что здесь, сидя в зале нашем, можно услышать несколько органистов совершенно разных стран и со своей школой. Это в одном зале услышать столько разных органистов – это праздник большой. И самое главное, то, что у нас появились молодые органисты, великолепно. У нас Лука Гадели, и новый еще будет Валера Барганже. В этом году фестиваль посвящается памятной дате – 50-летию установки в Пицунском храме органа, специально изготовленного известной немецкой фирмой «Шуке». Надо сказать, что этот фестиваль особенный. 50-летие органа, 50-летие зала. Мы, конечно, хотели представить такую необычную творческую программу. Я надеюсь, что публика оценит. У нас очень много разных исполнителей, программ, разных коллабораций. Орган в 4 руки, орган и альт. Орган будет представлен в различных, скажем так, комбинациях, очень интересных для публики. Сердечный, все более пылкий отклик самой разной публики на органные вечера доказывает. Международный фестиваль «Органные вечера» в Пицунде стал источником трепетного восхищения. Местом, где каждый аккорд проникает в душу, где музыка лечит, вдохновляет и соединяет людей в едином чувственном переживании. Каждый год мы приезжаем сюда, в Пицунский храм, слушаем музыку классическую, органную музыку, слушаем новых музыкантов. И мы всегда рады, что в Абхазии происходит такое событие культурное, органный фестиваль, и я приглашаю всех любителей музыки приезжать сюда. Очень приятное впечатление. Я была на превосходном концерте. Вообще люблю органную музыку. Конечно же, Лука Гадели виртуозен. Особенно наша Ахраша, наш гимн. Это все прозвучало в его исполнении. Было великолепно. Сердечно благодарю.
Ежедневно по 11 сентября запланированы по 2 концерта в 17:00 и 20:00. А в день закрытия фестиваля 12 сентября зрителей ждет гала-концерт участников, торжественный и теплый финал, наполненный музыкой и эмоциями. Шазина Ханагуа, Саида Жиба, Абхазское телевидение. Художественная гимнастика приобретает в Абхазии все большую популярность. И вот появилась первая в республике школа, где юные гимнастки смогут тренироваться и достигать поставленных целей. Обучаться в школе могут девочки с 3-4 лет. На торжественной церемонии открытия спортивного учреждения была Айлита Арутюнян. Каждое выступление, каждый элемент говорит о кропотливой подготовке юных гимнасток. Все для того, чтобы порадовать присутствующих. Выступая на открытии, приглашенные гости отметили значимость развития художественной гимнастики в Абхазии. Вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба поздравил всех с таким важным событием. За 3 года сделано многое. И тот факт, что наши юные гимнастки уже представляют нашу страну на международной арене, это для нас событие. Еще раз всех с большим праздником. Я уверен, что открытие такого зала будет способствовать развитию художественной гимнастики в нашей стране. Новая школа, конечно же, станет площадкой, где юные участницы смогут раскрыть свой потенциал и достойно представлять нашу республику на международных соревнованиях. Поздравительный адрес главы города зачитал Астамур Ашуба, заместитель главы администрации столицы. От имени администрации города Сухум и от себя лично сердечно поздравляю вас с важным и радостным событием – открытием первой в Абхазии школы художественной гимнастики. Это не просто новый спортивный объект, это начало новой вдохновляющей эпохи в жизни нашего города и всей республики. Праздничную торжественную атмосферу дополнили показательные выступления воспитанниц школы и гостей из Академии художественной гимнастики Алины Кабаевой «Небесная грация». Художественной гимнастикой в стране занимается более 100 детей. На сегодняшний день в школе работают 4 тренера из России и хореограф. Я работаю 5 месяцев с девочками, очень талантливые девочки, очень работоспособные. У нас несколько групп, и каждая группа занимается по своему графику. Есть первый год обучения, очень много девочек пришло в этом году, как вот открытие школы у нас происходит. Есть дети, которые 2-й год занимаются, есть дети 3-й год, то есть у всех абсолютно разная нагрузка. То есть мы берем и мячи, и ленты, и скакалки, и обруч, мы берем все предметы, готовимся к соревнованиям. Сейчас готовимся к разрядным соревнованиям, очень нацелены на международные соревнования. Надеемся, что скоро наша Абхазия уже будет совсем на другом уровне, но еще немножечко надо время. Секции по этому виду спорта не было в Абхазии около 30 лет. Художественная гимнастика не только хорошая физическая подготовка, это еще и грация, сочетающая в себе умение контролировать свое тело и предметы, с которыми необходимо выступать. Наши дети выступали на международном уровне. Это были игры стран в Академии Алины Кабаевой. Мы впервые выступали под абхазским флагом наравне с другими странами. После этого был международный фестиваль «Алина», который проводится уже 14 лет. И Абхазия впервые в истории, именно так получилось, год Владислава Ардзенба, участвовала в фестивале «Алина» под своим флагом. Открытие школы – новая ступень в развитии художественной гимнастики в Абхазии, которая со временем обязательно достигнет больших высот. Айлита Арутюнян, Храмичпа, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. В четверг, 11 сентября, в Абхазии возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-19, днем 19-24 градуса тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов.
На этом все. Всего хорошего. До свидания.